Еще с древних апостольских времен христиане бодрствуют в священную и предпраздничную спасительную ночь Воскресения Христова, принося на освящение в церковь символические угощения – пасхи, куличи, крашеные яйца и когор. Освящение куличей – это символический обряд перехода на другую пищу после Великого Поста, но предшествует этому крестный ход церкви навстречу воскресшему Спасителю. Шествие занимает особое место в пасхальном богослужении. Крестный ход совершается вокруг храма при непрерывном трезвоне колоколов. В этом году количество прихожан было заметно больше. Вереница людей во время хода тянулась на десятки метров. По предварительным подсчетам, в эту ночь церковь впустили более 1000 человек. И вот после полуночи начинаются самые главные песнопения и долгожданные слова «Христос воскресе». Воскресение Твое, Христе, спаси, ангели поют на небесе, и нас на земле спокойно. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе к живот даровав. Служба на Пасху особенная, она легкая и радостная. Храмы принято украшать белыми цветами, а священнослужители облачаются в праздничные одежды. Их неоднократные схождения из алтаря во время службы напоминают о частых явлениях Господа своим ученикам по воскресении. Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! После богослужения священнослужитель освящает принесенные куличи, читая молитву и окропляя их святой водой. Но, как разъясняет большинство православных священников, окропление снеди на Пасху и другие праздники не превращает это все в какую-либо особую святыню, а благословляет верующих на вкушение пищи после поста. Во время освящения приношений среди прихожан была заметна радость, улыбки и ликование. Начинаешь действительно верить, что праздник Светлого Христова Воскресения является настоящим чудом. И даже слова «Христос воскресе», «Воистину воскресе» каждый год наполняются разным смыслом. Радостная, вот. Только лишь бы мир, и всем желаем здоровья, и самое главное мира, и благополучия. Конечно же, с праздничным. Встречаем в церкви. Как будете отмечать? С семьей. С прекрасным настроением. С утра красили яйца, пекли куличи, ждали Пасхи Христова воскресения. Так рвался с мамочкой, но уснул. Пасхальный зайчик. Пошла только ради сына, очень ему хотелось. Сама обожаю этот праздник, родила его на Пасху, вот пасхального зайца принесла в храм, осветила. Всех поздравляю, всем добра, мира, счастья. Пусть все у всех будет хорошо. Основные пасхальные торжества продолжаются в течение всей последующей недели, называемой Светлой Седмицей. Всю неделю можно ходить в гости, поздравлять друг друга, одаривать близких пасхальными подарками, всячески радоваться и возносить благодатные молитвы. В эти дни Пасхи принято вспоминать не только Иисуса, принявшего смерть на кресте и воскресшего во имя торжества жизни рода человеческого, но и его мать Марию и учеников, впоследствии апостолов. В общем же, праздник Пасхи будет длиться 40 дней. Именно столько продлился земной путь Христа после воскрешения, и завершится он на праздник Вознесения Господня, который в этом году отмечается 21 мая. Елена Афанасьева, Дамир Хайбуллин, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.